Здравствуйте! В эфире передача «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В марте этого года вступили в действие новые правила освоения земельных участков и критерии их использования. Что это такое? Как нам теперь с этим жить? И все подробности мы сегодня узнаем у гостя нашей студии. Это заместитель главного государственного земельного инспектора по Нерюнгринскому району Дмитрий Демин. Дмитрий Юрьевич, добрый день. Добрый день. Ну, давайте разбираться, что произошло нового и как с этим теперь существовать, как жить, как не ошибиться и как правильно использовать земельные участки, которые получены во владение. В интернете обсуждаются новые критерии освоения земельных участков. Действительно, с 1 марта текущего года вступил в силу федеральный закон, устанавливающий признаки неиспользования земельных участков. Хочу подчеркнуть, что Гражданским кодексом Российской Федерации уже давно предусмотрена процедура изъятия участков, предназначенных для сельского хозяйства или строительства, если они не используются по назначению в течение 3 лет. При отсутствии обстоятельств, препятствующих освоению, таких как стихийные бедствия. Новые нормативные акты направлены на стимулирование эффективного использования земель и защиту прав добросовестных правообладателей. Федеральный закон номер 307 устанавливает 3-летний срок для освоения земельных участков в границах населенных пунктов, а также садовых и огородных земельных участков. Эта норма касается прежде всего проблемных территорий, заболоченных, захламленных или заросших сорняками. Владельцу предоставляется 3 года для проведения необходимых работ по подготовке участка к использованию. В этот период его нельзя привлечь к ответственности за нецелевое использование. Важно отметить, что данные правила не распространяются на земли промышленности, производства, туризма, рекреации и сельскохозяйственного назначения, за исключением садоводства и огородничества. Ну да, как бы крайне нелогично получить участок и не начать использовать полученную землю. Ну, скажите, пожалуйста, что включает в себя понятие освоения земельного участка? Освоение и использование земли – это различные понятия. В соответствии со статьей 85.1 Земельного кодекса Российской Федерации, освоение – это проведение мероприятий по приведению участка в состояние, пригодное для использования в соответствии с его целевым назначением. К таким мероприятиям относятся, в частности, осушение, увлажнение, очистка от сорной растительности, отходов, мешающих деревьев и кустарников, уплотнение и укрепление грунта, вертикальная планировка. Правообладатель по своему усмотрению выполняет одно или несколько из этих действий. То есть получил участок, освоение – это начал приводить его в порядок, грубо говоря. А использование – это уже потом целевое, как бы строишь дом, турбазу, сельхозугодия какие-то. Там. Под что выделен был земельный участок? А с какого момента исчисляется вот этот 3-летний срок на освоение? Для участков, приобретенных или предоставленных после 1 марта 2025 года, срок исчисляется с момента государственной регистрации права. Для участков, уже находящихся в собственности, срок исчисляется с 1 марта 2025 года. Закон, как говорится, обратной силы не имеет. В течение этих 3 лет нарушения выявляться не будут. Допускаются только профилактические мероприятия, такие как объявление предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. К административной ответственности в этот период привлекать нельзя. То есть, получается, государство лицом к собственнику. Да, совершенно верно. И защищает закон тех, кто не может сразу начать использовать участок. Да, совершенно правильно говорите. Во-первых, хотелось бы сказать, что правообладатели будут четко понимать, каких действий следует избегать. Во-вторых, инспекторы контрольно-надзорных органов обязаны руководствоваться конкретными признаками неиспользования участков и не могут привлекать к ответственности при отсутствии таких признаков. Угу. А какие именно признаки, вот, о которых вы сейчас упомянули, неиспользования установлены законом? Постановлением правительства Российской Федерации номер 826 утверждены конкретные критерии. Например, в границах населенных пунктов и на землях садоводства и огородничества не допускается захламление и загрязнение отходами, если более 50% площади участка в течение года покрыто сорняками высотой более 1 метра, а также дикорастущими деревьями и кустарниками, не являющимися элементами благоустройства. Это признак его неиспользования. Для участков под индивидуальное жилищное строительство
Если в течение 7 лет с момента государственной регистрации права на землю не возведено и не зарегистрировано здание или сооружение, участок может быть признан неиспользуемым. Срок может быть продлен, если это предусмотрено разрешением на строительство. Наличие котлована либо фундамента не является основанием для сохранения права на участок. Для участков под иные капитальные объекты, кроме ИЖС, срок составляет 5 лет. Также признаком является наличие на участке объектов с отсутствующими окнами или стеклопакетами, разрушенными крышей или стенами, за исключением случаев, если объект признан аварийным и подлежит сносу. Также, если объектом несколько, эти признаки должны наблюдаться на каждом. Указанные критерии не применяются, если на участок наложен арест на основании судебного акта или акта уполномоченного органа, а также в случае стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, исключающих использование данного земельного участка. 7 лет на стройку дается. Да, 3 года дается на сначала, что привели его в соответствие. Порядок. Да. И Опять 7 же, лет. тот же пресловутый котлован, фундамент, Да, еще да. что-то, и 7 лет целых можно строиться. Да. То есть общий 10-летний срок будет на освоение земельного участка. Это здорово. Что грозит собственнику участка, если он не использует его установленные сроки? Это не влечет автоматического его изъятия. Сначала Росреестр или органы местного самоуправления в рамках контрольных мероприятий выявляют нарушения и выдают предписания об его устранении. Если правообладатель его не исполняет, Росреестр в течение 30 дней уведомляет уполномоченный орган власти, который затем может обратиться в суд с требованием об изъятии участка и продаже его с публичных торгов. То есть изъятие участка происходит только через суд. Да, то есть Росреестр передает данную информацию в муниципальное образование, и уже муниципальное образование, как собственник данного земельного участка, выходит на суд и в судебном порядке только изымает. Ну и то там не факт, что... Ну, конечно, это каждый доказать- случай будет индивидуальным. То есть это будет уже разбираться суд. Ну вот об индивидуальности какой-нибудь пример можете привести? Например, гражданин получил в 2023 году участок под ИЖС на окраине населенного пункта. Участок зарос кустарником, имеет неровный рельеф и подтапливается весной. У собственника есть 3 года, как я уже говорил, на освоение, то есть это расчистку, осушение, планировку. После освоения у него есть еще 7 лет на строительство дома. И только по истечению этого общего 10-летнего срока, то есть 3 года на освоение, 7 лет на строительство, могут быть применены санкции за неиспользование. Ну, еще раз повторюсь, наверное, это глупо получить участок и Его так не использовать. бездарно. Да. На это и нацелена как бы политика государства о том, чтобы земля осваивалась, не пустовала. А это касается именно муниципальных земель или дальневосточный гектар сюда тоже? Дальневосточный гектар тоже сюда входит. Тоже входит, там просто другие чуть-чуть сроки, но также это все идет освоение. То есть если не используется, земельный участок также изымается. А если, допустим, не подведены коммуникации, хотя бы электричество к тому же участку, как вот его использовать, как строить, как жить? Ну, тут, во-первых, надо смотреть, во-первых, надо землю брать, чтобы ты уже планировал, что тут есть коммуникации, да. То есть у нас были случаи, когда брали дальневосточный гектар, ну, то есть услышали, что выдают земельные участки бесплатно, и люди взяли, и вот этот момент, как вы говорите, не уточнили, будет там электричество, есть там водоснабжение, взяли и все, то есть на карту посмотрели, о, здесь хочу, да. А потом, когда столкнулись, нету электричества и водоснабжения, и все. И то есть и эти земельные участки потом у них изъяли, потому что они их не использовали. Ну, подытоживая, какие выводы можно сделать из существования новых правил? Новый закон и подзаконные акты не расширяют основания для изъятия земель и не увеличивают штрафы. Их цель не наказать владельцев или лишить их собственности, а стимулировать эффективное использование земель. Земля – это ценный ресурс, который требует заботы и рационального его использования. Ну и ваш совет обладателям, счастливым обладателям земельных участков? Начинать осваивать земельный участок по целевому назначению, тем более сроки для этого, я считаю, что предоставлены более чем хорошие. 3 года, как я уже говорил, это на его освоение и 7 лет на его целевое использование, на строительство, либо что-то еще. Что ж, большое спасибо. Это было интересно узнать много нового. Желаю вам удачи.
Спасибо большое. Это была программа «Актуальное интервью». О новых правилах освоения земельных участков мы разговаривали сегодня. До встречи в эфире.